Всем привет! Сегодня у нас программа «Гордость школы». «Гордость школы» — это проект, в котором мы приглашаем учащихся, которые добились успеха в школе или за ее пределами. Меня зовут Афанасьева Татьяна. Сегодня в гостях у нас Виктория Петрова, ученица 11-го медийного Е-класса. Всем привет! Привет, Вика, расскажи о себе. Я Петрова Вика, ученица 11-го Е-класса. Повторяюсь что-то. Вот. В принципе, веду очень активную творческую жизнь, деятельность. Вот. Общественник, творческий человек. Читаю книги там-сям. Вот. Можешь рассказать, пожалуйста, как ты попала в молодежную ассамблею и чем ты там занимаешься? В молодежную ассамблею попала достаточно интересно. Изначально я просто занималась в ДК Кулаковского у Ольги Робертовны, прекрасной и замечательной женщины. Вот, мы с ней практиковали, так сказать, актерское мастерство, вот, читали всякие тексты. Вот. И в какой-то момент она говорит: вот, ты должна прочитать стихотворение на каком-то фестивале про родной язык. Вот, меня приводят в кабинет молодежной ассамблеи. Я такая: ого, вот это да. Вот. И как-то невзначай Ольга Робертовна говорит: вот вам, если что, девчонка, активная, хорошенькая, собирайте. Я как-то на это не обратила внимания, ну и все. Потом мне написали как раз-таки с молодежной ассамблеи Екатерина Евгеньевна. Вот, пишет, говорит: Вика, сможешь нам помочь? Нужна помощь? Я такая: да, конечно. Тогда еще был 10 класс, вот, еще было не до ЕГЭ, не до экзаменов. Везде актив. Вот. Ну и как-то так, мероприятие за мероприятием, и меня добавляют в молодежную ассамблею народов Якутии. Вот. Я там являюсь как и членом этой ассамблеи, так и участвую в их медиацентре. Вот, получается, мы там снимаем рилсы, просто обычные видеоролики отчетные, также фотографируем какие-то мероприятия. Вот. Ну и, в принципе, вся медийная часть делится вот между нами. У нас отдельная группа также с нашим медиацентром. Вот, поэтому, получается, я как медийщик ассамблеи. Ты же победитель конкурса чтецов. Можешь рассказать, как это было? Ой, это вообще, это истории, это, наверное, вот самые такие моменты, когда ты чувствуешь, что вот это произошло, наконец-то, да, есть, я чувствую, наконец-то у меня есть победа. Участвовала в конкурсе чтецов я с 4 класса. Вот, меня отправляли ежегодно на конкурсы, посвященные 9 мая, вообще на разные даты, на разные праздники. Вот. И получалось постоянно так, что я выходила либо только с сертификатом, либо с какой-то грамотой по типу «ты молодец, но не дотянула». Ну и логично с моей подготовкой. Я знала, что я достаточно хорошо готовлюсь, что я прям учу, прорабатываю образ, вживаюсь в эту вот роль, которую надо мне отыграть в этом стихотворении. Вот. Ну и получалось так, что ни разу не занимала первые места. Было очень обидно, было очень досадно. Я прям порой думала: ну все, не буду участвовать, там-сям. В каком-то году, я была в классе, наверное, 8, объявляют конкурс профориентационный от СВФУ, если я не ошибаюсь. Вот. Профессия ЕКТ, что-то такое. Не помню точное название. Вот. И там сказали: вот, есть несколько, значится, точно. Так вот, там было несколько направлений, то есть там была и журналистика, и биология, вообще куча всего. И среди этого я увидела заветное актерское мастерство. Я такая: опа, туда нам надо. Вот. Я, значит, подаю заявку, ее принимают, нас добавляют в группу участников. Вот. Там проходила в три этапа, что ли. Первый — это как в поступлении в какой-нибудь, не знаю, там, университет в Москве, вот.
в какой-нибудь ГИТИС, не знаю. То есть там надо было прям басню, стихотворение, песня и танец. Все, я это записываю, отправляю, прохожу. Слава богу, набираю какое-то количество баллов. Я тогда впервые пела вообще на камеру. Вот, впервые вообще что-либо делала на камеру прямо вот так, тут 1 на 1, сама с собой. Это был дистанционный конкурс, я их не очень сильно люблю. Вот. Второй этап был это написание сценария, если не ошибаюсь, надо было написать пьесу. Вот. Вроде как да. Вот. Писала я, получается, относительно так сама. Иногда мне, конечно, помогали, немножечко там по грамматике, допустим, что-нибудь поправить. Вот, с моей сестрой, она мне помогала в этом немножечко. Вот, а так, да. И последний этап, как я помню, это надо было снять короткометражный ролик. Вот, просто короткометражный ролик, где ты как бы показываешь свою актерскую игру. Ролик был очень интересный тем, что мы его снимали буквально за пару часов до сдачи. Мы снимали с родителями у меня дома. Вот. У нас загвоздка заключалась в том, что я как бы работаю охранником в каком-то частном доме. Вот, смотрю в камеру, и вдруг где-то какой-то шум. То есть начинаются такие нотки триллера, ужастика, хоррора. Вот, и заканчивается все тем, что это якобы была моя собака, она спускается с лестницы, и я такая типа: «О, ура, класс!» И все. И занимаю на этом конкурсе 3-е место. Я была безумно сильно рада, потому что не хочу, конечно, так как-то на этот конкурс плохое говорить, но, как по мне, там были не совсем справедливые результаты, так как многие работы были сделаны, списаны с интернета, и думаю, что я бы все-таки смогла бы дотянуть хотя бы до 2-го места. Вот, но так я была очень рада, потому что это актерское мастерство, это 3-е место, мы вообще 1-е место с 5-го класса, когда я заняла действительно что-то своим трудом, и учила, и пела, и танцевала. Вот. Следующий конкурс это был в 9 классе. Это, наверное, конкурс, который я прям очень сильно им горжусь, потому что, во-первых, во всех конкурсах мой наставник — это моя старшая сестра. Вот. И она всегда помогает мне с заучением текста, помочь, где правильно поставить жестикуляцию, где там указать там на слово, где его вообще убрать, где там перечеркнуть. Вот. И поэтому, наверное, благодаря тоже заслугам я участвовала в конкурсе чтецов, тоже АДК Кулаковского, тоже посвященный вроде как военной тематике, если не ошибаюсь. Короче, была вот около военная тематика у конкурса. Вот, я читала стихотворение такое достаточно очень жесткое, достаточно такое сильное. Вот, я прям проработала образ, у меня была такая рубашка, такие полуботинки с острым носом. У меня был зализанный такой пробор. Вот. И якобы была в образе фашистского офицера, если такое можно будет говорить. Вот. И от его лица, получается, я передавала эту историю. Вот. Получается, стихотворение называлось «О чем говорила молчание», Александр Безменский. Вот. И с этим тоже была очень интересная история, потому что изначально меня сняли с конкурса, потому что тогда уже начались всякие санкции и так далее, то есть запреты на каких-то актеров, там-сям. Вот. И мне сказали, что вот у вас автор вообще не русский, вот. Он не жил в России, и как-то по эту тематику вы не подходите, потому что у вас автор такой-то, такой-то. Мне это сообщают за несколько часов до конкурса. У меня, конечно, слезы, истерика, все, я сижу, меня все трясет, я не понимаю, что зря готовилась. А стихотворение для меня тогда было достаточно большим, для того времени. Вот, мне очень тяжело, мне очень грустно, это было еще в школе. Вот, я в школе ходила с этим образом, зализанным, хвостом. Вот, а потом все очень хорошо решилось. Вот, мне сказали: ладно, вы снова приняты в конкурс, но вы будете последним номером выступать. Ну, я в какой-то момент вздохнула, такая думаю, все, сейчас надо им доказать, кого они потеряли, сейчас надо доказать, что не надо было меня убирать с конкурса. Вот. Я выхожу,
И до этого у меня в основном всегда было очень сильное переживание. Но все равно как бы сцена, тебя оценивают, жюри, еще там зрители остаются под конец. Я такая, ну все, надо зажечь. Это мой звездный час. Либо сейчас, либо все. Никогда. А у меня постоянно такое, что если я не добиваюсь чего-то, то я такая, ну все, ухожу. Потом в итоге все равно начинаю этим заниматься. Вот. Ну и все. Я читаю стихотворение, вот, смотрю на жюри, думаю, что интересно пишут, какие оценки ставят. Думаю, блин, надеюсь нормально, надеюсь хорошо, вроде как нигде не заикнулась, все сделала, все жестикуляции поставила. Вот. Ну и все. Объявляют результаты. Буквально через пару дней я узнаю, что я занимаю 1 место. У меня опять слезы. Я думаю, что наконец-то, ура, я добилась 1 место в конкурсе чтецов, не знаю, в конкурсе, где я буквально живу этими конкурсами, я в них участвую и в школьных, и каких-то республиканских и так далее. Вот, я наконец-то заняла 1 место, и для меня это, конечно, было прям... Я поняла, что меня наконец-то оценили. Оценили мое мастерство, оценили то, что действительно, ура, наконец-то с 5 класса я все старалась. И вот, наконец-то все получилось. Вот. Ну и тоже недавний был конкурс, он проходил у нас в школе. Вот, тоже заняла 1 место, тоже оценили, очень круто, мне очень сильно это понравилось. И вообще участвовать в конкурсах, это, наверное, для меня как такой выброс эмоций, потому что ты вот переживаешь все это время, потом на сцену выходишь, рассказываешь, у тебя просто внутри потом такое спокойствие, и ты как будто бы вообще шум в ушах, ты такой, все, я сделал, я отпустил, и потом еще, наверное, на день такой думаешь, блин, вот это вот было круто. Это, конечно, это стоит того. Вот так вот. Поэтому конкурс чтецов — это очень круто, всем советую. Следующий вопрос. Как ты стала председателем 31-го кадра? Ой, ну, на самом деле, я до сих пор не могу свыкнуться, что я председатель 31-го кадра, вот, потому что это произошло максимально неожиданно, но и ожиданно. Вот. Я вообще в 31-м кадре, если мне не изменяет память, с года 2019-2020, вот, то есть уже примерно 5-6 лет. Вот, раньше я была супер активным фотографом, там-сям. Сейчас у меня появился проект «Киноклуб», который я, получается, курирую, я там главный организатор. Вот, дело, которым тоже я живу, дышу. Вот, «Киноклуб» — это просто моя жизнь, моя вторая семья. Ребята, организаторы, всем привет-привет, я вас очень люблю. Вот. И как бы «Киноклуб» для меня это прям супер круто, это прям вот мое. А председателями стала, ну, как-то невзначай. У нас уходила девочка, наша председатель, бывшая Вика Колесникова. И Дмитрий Игнатьевич стоит рядом со мной. Что такое? Новый председатель 31-го кадра. Я такая, ух ты, класс, как уйти? Вот. Я просто очень сильно боялась ответственности, наверное, вот этого, то, что вот там искать, не искать, камеры, не камеры. Я же вообще в этом практически не разбираюсь на самом деле. Вот. Ну и все, а потом что-то как-то прижилось, и нормально. Вот. И сейчас я вот председатель 31-го кадра, все очень круто, мне очень нравится. Вот. Наверное, это, знаете, как... Даже не знаю, чем это описать. Вот ты смотришь в основном, когда вот я только-только пришла в 31-й кадр, я смотрела там на других председателей, там на Ксюшу, на Маришу. Я такая думала, вот это крутые девчонки, реально, вот они реально дают, вот это вот уровень реально. А сейчас, когда я сама стала председателем, я такая думаю, ну, как-то все по-обычному, как-то вполне себе очень даже неплохо, вот. И не так сложно, оказывается, им быть, как мне казалось. Как ты начала вести такую активную и творческую жизнь? Ой, ну все началось еще с детского сада, получается. Вот, я там играла в сценках. Вот, я с сестрой учила постоянно стихи какие-то. Я играла и на фортепиано. У меня освоено на 7 музыкальных инструментов. Вот. И как-то творчество, оно всегда было со мной. У меня, в принципе, мама, сестра, у меня все творческие. Меня всегда там нарисовать, там что-то поучить. И всегда как бы не было такого, то, что вот я вот сижу без дела. Вот, всегда чем-то мы занимались. Вот, поэтому, скорее всего, за счет того, что у меня с детства как-то зародилась такая вот планка, то, что вот надо что-то делать, надо читать стихи, надо петь, танцевать, что-то делать, у меня как-то это со мной вот до сих пор
вот, и из меня не уходит. То есть сижу, не сижу, там возьму, там, стих какой-нибудь прочитаю. То есть все равно, как бы, как хобби сейчас у меня это, скорее всего, как, ну, это прям часть меня уже, творчество. Я понимаю, что если бы, мне кажется, меня в детстве просто не то что приучили, не показали вообще, что такое может делать, я бы сейчас не знаю, что делала. Вот честно, я просто не вижу себя в каких-то других направлениях. Вот. То же самое и молодежная ассамблея, тоже моя вторая семья, мы там постоянно что-то делаем, собираемся, собрания, там, не знаю, Новый год, не Новый год. Все это в очень такой теплой дружеской атмосфере, 31-й кадр, киноклуб. И вот все вот эти вот, как бы сказать, группы, компании, вот, моих знакомых, которые там есть. Конечно, это для меня, я это очень ценю. Я очень рада, что я в этом участвую, что я там состою, вот, что все-таки мне удалось как бы прожить жизнь активиста некого в школе и в городе. Вот. В школе тоже достаточно много активных мероприятий. Я старшеклассник-наставник, вот, «Орлята России», в программе всероссийской. Вот, постоянно где-нибудь участвуем, вот, активничаем. Тоже на месте не сижу, так сказать. Вот. Что является самой большой твоей гордостью? Самой большой гордостью? Да как-то даже, ну, скорее всего, как раз-таки это вот мои призовые места. Вот, я сказала только про первые, там еще вторые, третьи есть. Вот, когда вот начали, когда я вот поняла, что вот наконец-то я доросла до этого уровня. Ну и, наверное, киноклуб, да. Это самая большая моя гордость, потому что, ну, считайте, мы воскресили когда-то школьный проект, вот, и как-то так получилось, что я стала его куратором, вот, ну, как бы главным председателем, и для меня это прям очень трепетно, вот, поэтому самые большие гордости — это вот киноклуб и мои призовые места на конкурсе чтецов. Чем в жизни тебе пригодилась школа? Ну, во-первых, это благодаря школе меня продвигали как раз-таки на конкурсы. Меня под свое крыло большое, уютное, теплое взяла Марьяна Титовна, это наш библиотекарь. Вот, она меня заприметила, вот, поэтому я и состояла и в кружке «Юный книголюб», и одновременно меня Наталья Константиновна и Марьяна Титовна продвигали в конкурсы, отправляли заявки, я с ними ходила как раз-таки на конкурсы. Вот, то есть они прям были моими, так сказать, мамами в этом плане. То есть они прям везде со мной, там все, обед возьми, то возьми, все, едем, не переживай, успокойся, все, всем отзвонись, все, выступила, молодец, мы тебя подсняли. Вот такое вот было. Вот, ну, чем еще школа помогла? Благодаря школе я очень сильно полюбила именно литературу. Благодаря преподавателям русского языка Валентине Викторовне и Ирине Казимировне они как-то, не знаю, прям для меня они считаются действительно приоритетом. Вот, и для меня каждая их похвала, критика всегда важна. И, допустим, когда мы на литературе учили стихотворение, вот, и там вот как бы потом говорили оценку, вот какие-то некоторые примечания, замечания, и там говорит, что вот, молодец, вообще вот вам пример, там, допустим, вот так читаете, не бойся жестикулировать. А я всегда это все такая, все, точно, да. Вот, и мне тоже несколько раз кто-то из учителей говорил, что вот у тебя прям актерская, надо, вот тебе актерская. Вот, но, к сожалению, в актерское я не поступаю, к сожалению, баллы, цены, вот, поэтому немножко другое направление беру, тоже медийное. Вот, поэтому благодаря, скорее всего, Марьяне Титовне, Наталье Константиновне, Ирине Казимировне, Валентине Викторовне, эти вот 4 прекрасным, любимых мною женщинам, вот, я им очень благодарна за то, что они тоже со своей такой педагогической точки как бы вбили в меня то, что вот литература — это правда интересно, то, что конкурсы — это круто, вот, то, что у тебя действительно есть талант. Вот. Можешь рассказать поподробнее про киноклуб? Ой, на киноклуб это прям... Тут, мне кажется, на час уже выйдет. Изначально киноклуб был основан в 2018 году, он проводился, вот, потом был ковид,
тот самый 2020 год. Вот, киноклуб временно перестал работать. И потом Дмитрий Игнатьевич пишет в группу, то, что вот, а у нас когда-то проводился киноклуб. И я такая, а почему нет? Why not? Ну и все. Набрали как бы новых ребят, новых организаторов. Вот у нас сначала постоянно менялись ведущие, постоянно менялись организаторы, там, сям, как-то было все непонятно. Потом спустя, наверное, год, полгода все устаканилось. Я стала каким-то образом постоянной ведущей, вот, потому что там ребята то не могли, то отказывались. Ну и как-то я такая, ну, в принципе, мне нравится работать ведущей там, мне очень прикольно, делаю презентации, работаю залом, вот. Все. Сначала постоянно были киноклубы, там организаторы, не организаторы. И в какой-то момент Дима говорит, что вот, ну ты вот, короче, крутая, вот, будешь главным организатором киноклуба. Я такая, что? Вау, это реально круто. Ну и все, и потом со временем мы проводим наборы организаторов уже, то есть в разное время мы проводим также наборы организаторов, вот. И в принципе киноклуб у нас очень такое, как бы сказать, комфортная атмосфера для просмотра кино с друзьями, как по мне. То есть мы и обсудим, и поиграем, и разыграем лотерею, вот. В общем, да, для меня киноклуб — это что-то большее, чем киноклуб. Вот. Но, скорее всего, за счет того, что у меня вообще впервые и в школьной жизни, и в моей общественной деятельности, то, что вот у меня прям как бы я прям занимаюсь каким-то, получается, проектом. Вот. И для меня это прям какая-то прям честь, прям для меня так все так прям трепетно. Вот. Представь ситуацию. Какой-то семиклассник хочет так же, как и ты, участвовать в конкурсах чтецов. Какой совет бы ты ему дала? Какой хороший вопрос. Ну, наверное, я бы ему посоветовала для начала вообще поучаствовать хотя бы на одном конкурсе, понять вообще, каково это, когда ты стоишь на сцене, на тебя смотрит толпа людей, тут сидят строгие жюри такие, с такими строгими лицами, такие, да, вот он может. Вот. Если он понимает то, что он, в принципе, справляется с этой обстановкой, с волнением, то пусть дальше занимается, развивается в этом. Главное — искать постоянно материал, стихотворения на разные тематики, вот, потому что в основном как-то проводится. Но я заметила, что в Якутске очень часто проводятся конкурсы, в основном перед 9 мая. Вот. То, что вот там победа, все так торжественно, официально, там и сразу и танцы, и песни, и стихи. Вот. И поэтому главное иметь материал не только на какие-то определенные конкурсы. Чем больше материала, чем больше ты ищешь стихотворений, тем как бы больше у тебя диапазон, то, в чем ты можешь участвовать. Вот. Ну и все, так работать над собой, конечно, заниматься каким-то по системе Станиславского обязательно. Вот. В общем-то, да, просто главное не опускать руки. И вот как у меня, если, допустим, очень-очень действительно долго уже не получается занять непризовое место, когда ты понимаешь, что ты, в принципе, справился лично для себя, не сдаваться. Потому что дальше больше, дальше лучше, и когда-то тебя действительно оценят, и ты займешь то самое первое место, очень желанное. В каких конкурсах ты приняла участие в рамках медиацентра? Так, ну, именно в рамках медиацентра, чтобы отдельно, я не принимала участие, мы принимали участие командой. Самые мои запоминающиеся — это «Медиабитва», вот, и самый недавний, самый свежий «Медиастарт». Мы и там стали победителями, то есть наша школа, наш медиацентр стал победителем медиацен, заново, если что. Наша школа тогда стали победителем, то есть первые места и в медиабитве, и в медиастарте. Вот. Если задать вопрос, какой конкурс мне больше всего понравился, то, наверное, медиабитва. Потому что там прям вот
была тут атмосфера дедлайнов, была атмосфера то, что вот, надо все делать, надо делать обязательно все на высшем уровне, не успеваем, ничего страшного, делаем до конца, делаем все хорошо, четко. Вот, тогда у нас была очень дружная команда, вот, всегда друг другу там всем помогали. Вот, там было несколько, получается, этапов также, там была то же самое журналистика, фото, видео, вот, и анимация, если не ошибаюсь. Вот, я была редактором нашей газеты, там надо было сделать школьный журнал, вот, и сейчас вот мы с ребятами тоже продумывали, как он там будет выглядеть, какие мы там берем статьи, вот, точнее пишем. Было очень интересно, круто, очень дружелюбно, и, наверное, вот та победа прямо для меня, то, что вот, да, это наш медиацентр, да, 31-я школа, 31-й кадр, уху! Вот, и медиастарт, он просто прошел хорошо, просто было круто, правда, немножечко там опоздали, но ничего, тоже вышли победителями, вот. Что вдохновляет тебя идти дальше? Вдохновляет идти дальше. Ну, скорее всего, мои близкие люди. Это мама и сестра, которые мной гордятся. Вот. И, в принципе, все мои родственники. Ну, в большей степени сестра, наверное, потому что она мной с детства прям вот основательно занялась. Потому что вот, будем делать из тебя артистку. Мне кажется, в ее глазах, в голове это было так вот, в ее мыслях. Вот, ну а так, да, это вот мои близкие люди, которые поддерживают меня в этом, за мои какие-то неудачи, не знаю, промахи, и, допустим, какие-то проигрыши, все равно говорят, не расстраивайся, нормально, еще где-нибудь поучаствуешь, еще что-нибудь выиграешь. Вот. Ну и, скорее всего, это музыка. Музыка, она со мной всю жизнь тоже, всегда, когда я слушаю какую-то музыку, там, не знаю, каких-то исполнителей, тоже меня очень сильно вдохновляют. И вот, скорее всего, вот музыка и мои близкие люди. Это вот два источника моей силы, так сказать, моего творчества. На каких музыкальных инструментах ты умеешь играть? Я играю на 7 музыкальных инструментах. Начнем со струнных. Это укулеле, гитара, акустика, электро, бас. Потом чуть-чуть барабаны у меня имеются. Вот. Далее у меня идет хомус и фортепиано. Вот. Гитару я освоила как-то сама по себе. Сначала как-то в детстве... Первым было фортепиано. У меня сестра закончила как раз-таки школу музыкальную, ДШИ. Вот. И мне сказали, все, идешь по стопам сестры, отправляю тебя на фортепиано. Мне оно не прижилось, конечно, но все равно какая-то база осталась, то есть какую-то мелодию по нотам я сыграть вполне себе смогу. Вот, как бы все равно мне как бы осталось. Вот, и что вот, яблочко все держим, аккуратненько, спинку прямо. Вот, потом тогда очень были популярны каверы от Тентер Либае, то, что вот Baby Baby, витаминка на укулеле. Тогда был просто взрыв на укулеле, все покупали укулеле. Ну, я думаю, ну, а что ж, я чем? А я чем это? Угу. Вот. Беру, и на Новый год мне дарят мой первый укулеле, такого черного цвета, флайт. Я довольна, играю, все, целыми вечерами учу эти аккорды. Я такая, ну, укулеле это скучно. Тогда еще почему-то говорят, что вот укулеле это не инструмент, это вообще, это что такое? Ну, я, конечно, так немножко думаю, так-то так, как-то это даже, как-то так-то. Вот. На следующий Новый год я такая, все, хочу гитару, хочу запрос уже побольше, мне нужна гитара. Все, мне дарят на Новый год гитару, тоже Flight. Не знаю, насколько это хорошая фирма, но для новичка, мне кажется, вполне неплохо. Я спокойно осваиваю гитару, вот, понимаю, что фингерстайлы — это что-то прям очень хорошее, я играю в фингерстайлы, вот, потом уже как-то так потихоньку потом меня отправили в Дом музыкантов, всеми любимый, надеюсь, Дом музыкантов, вот. Там я уже научилась играть на бас и электрогитаре. Вот. И хочу сказать, что из укулеле, гитары и так далее мне бас — это прям вот в душу запал. И бас, если бы меня пригласили в какую-нибудь группу, я бы стала именно на бас-гитару. Бас — это очень круто. Вот. Далее барабаны тоже как-то в Доме музыкантов относительно так научилась играть. И хомус — это, наверное, самый последний мной освоенный инструмент. Вот, у меня есть мой знакомый, который пишет музыку.
Вот, Роман Ачаята, и у него вышел альбом, где он как раз таки использовал хомус. Я такая, блин, Ром, у тебя же есть хомус, принеси, пожалуйста, я хочу поиграть. Он такой, ну, окей. Все, он приносит мне хомус, и я примерно час пытаюсь на нем научиться играть. Потом он мне его отдает на пару дней. Я такая, да блин, еще крутая штука. Я посмотрела прям гайды, я такая, все, заходим в YouTube, смотрим, как играть на хомусе. Вот, его почему-то еще называли варган. Я такая, блин, как играть на варгане? Вот, все, начинаю учиться, ну и все, у меня получается сейчас то, что я умею играть на хомусе. Очень интересный навык, особенно то, что я родилась, живу в Якутии. Это прям атмосфера имеется, вайб, плюс вайб активити. И чем ты планируешь заниматься после окончания школы? После окончания школы я планирую поступить в Уральский федеральный университет, УрФУ, на рекламу и связь с общественностью. Вот, до этого я прям тянулась к чему-то актерскому, я тянулась там вот в ГИТИС, там в Москву, в Питер. Я прям, то есть планировала учиться на актерское мастерство, потому что думала, что все это моя жизнь. Если я этим занимаюсь в школе, значит, я этим должна заниматься вообще всегда. Но так получилось, что я такая посмотрела как-то раз, это был как раз-таки 9-10 класс, когда уже надо было профориентационно определяться, кем хочу стать, готовиться к экзаменам. Я посмотрела баллы, посмотрела, в принципе, места, поняла, что я как бы вполне себе уверенный в себе человек, но тогда у меня сомнения начали все-таки присутствовать. То есть я такая смотрю баллы, смотрю там-сям, думаю, хорошо. И пока что это отложила, думаю, ну как бы попробовать, возможно, я оставлю, но чтобы прям учиться, нет. Ну и тем более у меня очень много знакомых, очень много также родственников говорили, что вот актерская, актриса, что вообще за профессия, что вообще за работа. Я такая, ну, мне это будет нравиться. Потом я металась в учителя русского литературы. Думаю, все, буду учителем русского литературы. Меня опять начали отговаривать, то, что вот, учителя вообще сейчас зарабатывают мало, то, что зачем тебе идти учителя. Я говорю, ну мне нравится, я хочу преподавать. И как раз-таки вот у меня началась тоже деятельность вожатого, волонтера, старшеклассника-наставника. Я поняла, что я люблю работать с детьми. Также я тогда уже киноклубом занималась. Я поняла, что, в принципе, я не против преподавать. То есть также я проводила мастер-классы на медиаконференциях, на медиаконцентратах. Я поняла, что мне действительно круто преподавать, объяснять. Я очень люблю это. Я заменяла учителей на дне самоуправления, также была заместителем директора. Вот. И мне прям принесло это кайф, удовольствие. Я поняла, что вот учителем это будет работа, где я действительно буду получать удовольствие. Вот. Ну, меня потом как-то благополучно отговорили, но у меня я все равно в голове держу стыд стать преподавателем английского, если что. Вот. Так что в голове у меня есть заметочка, немножечко поменялась, потому что я сдаю общество английский. Ну и, в принципе, с английским у меня тоже неплохо, поэтому главное, что быть преподавателем. Вот. Ну и сейчас я все-таки определилась уже окончательно, то, что я поступаю на рекламу и связь с общественностью, потому что это тоже достаточно медийная сфера. Вот. Я посмотрела, какие там будут предметы, как там все будет проходить. Меня это действительно заинтересовало, потому что я очень боялась, наверное, сейчас у многих такая проблема, что боятся выбрать университет, и им будет попросту неинтересно. Они такие, блин, как поступать, что делать, вот я там поступлю, и там будет какая-то фигня. Вот. И я поняла, что вот данное направление, данная как бы профессия в будущем моя, очень надеюсь, вот, мне и пригодится. И, в принципе, даже если я не буду работать по образованию, все равно обучиться на это никогда не поздно, никогда, короче, полезно будет. Вот. Поэтому реклама, связь, общественность для меня сейчас прям вот поступить. Сейчас мы проведем блиц-опрос. Угу. Я задам вопросы, а ты дашь быстрые ответы. Кофе или чай? Вода. Жаворонок или сова? Сова. Собаки или кошки? И те, и другие. Без чего ты не можешь жить? Без музыки. Какая еда тебе нравится? Мамина, домашняя. Лето или зима? Лето. Сладкое или соленое? Сладкое. Какой песни вы всегда подпоете? «Звезда моя далекая», Дмитрий Маликов. Любимое прозвище из детства? Прозвище Татуся. Твое самое любимое воспоминание? Ой, когда мы завели кота. Есть ли у тебя фобии?
Да, я боюсь пауков, темноты и высоты. В каких странах ты мечтаешь побывать? Я бы побывала еще раз в Арабских Эмиратах, где-нибудь за границей, там что-нибудь такое интересненькое. Какую сказку ты любила в детстве? «Маленький принц», Самый приятный комплимент, который ты получала? что у меня очень классная харизма. Самый твой бесполезный талант? Косить глаза и скручивать язык трубочкой. Что о тебе не знает большинство людей? То, что я, наверное, очень быстро привязываюсь и постоянно дорожу общением, хотя, наверное, не показываю этого, но внутри меня постоянно, что вот, да, вот тут все речки. На этом мы заканчиваем наше интервью. Есть ли у тебя какие-то пожелания для зрителей? Не сдавайтесь, действительно идите вперед. Вот, какие бы ни были сложности, трудности, знайте, что всегда где-то там, вдалеке, но есть та самая цель, то самое, допустим, как у меня первое место, не знаю, тот самый выигрыш. Вот, поэтому даже если что-то где-то не получается, что-то где-то у вас там, не знаю, тяжело, вы не можете, прям вот вам грустно, печально, поплакать можно, но недолго. А дальше идем, работаем, доводим дело до конца. Вот. Ну и верить в то, что любовь спасет мир. Всем пока. Всем пока-пока.